Но Тусик — это, конечно, целая сказка. Собачья жизнь у него была многообразная, богатая событиями. Откуда он вообще взялся-то? Вот сейчас я тебе расскажу. Это бездомная бродячая собака, которых было полным-полно в Киеве в 44-м, 45-м году, как ты понимаешь. А мы жили в доме на 4-м этаже. А дом такой солидный, у него был черный ход. И на черный ход выходили все двери кухонь. На черном ходу внизу хранился уголь и дрова, потому что дом отапливался углем и дровами. И поэтому дверь всегда была открыта. И, видимо, этот пес обнаружил, что можно проскочить на эти 4 этажа и влезть на чердак. Чердак большой, там сушили белье, и там можно переночевать, потому что он периодически появлялся у нас на черном ходу. Ну, а поскольку кухня была, и запахи-то шли, он тыкался, а часто дверь оставалась открытая. Мама, душа сердобольная, собачья поклонница и любительница, она, конечно, не выдержала, и даже при том, так сказать, небольшом достатке, который мы имели, она собачку подкармливала. Этот Тузик стал периодически приходить к маме завтракать и ужинать. Обеда ему, по-моему, не давали. Но, во всяком случае, он столовался у мамы. Она его не брала, он бегал там где-то, конечно, никто с ним не гулял, но так все знали, что Тузик, Тузик и все. Был он злой. Его, видимо, обижали в детстве, потому что мы жили в районе грузового порта, и там было тогда такие матросы еще, многие ходили в клёшах, и, наверное, его обижали, потому что он ненавидел эти клёши, когда он видел матросов клёш. Он мчался за ним и пытался схватить его за это. Тот, конечно, отбивался ногами, в общем, это были драки. Еще он не любил велосипедистов. Тоже, видимо, его обижали, и он мчался за ним и тоже пытался его садить, в общем, ужасно. Ну, он жил сам по себе, но мама его уже привечала и уже выделяла ему положенную ему пайку. Наступила зима, а у нас был балкон. Ну, на зиму, поскольку топились печками, весь этот балкон законопатчивали ватой, а потом заклеивали бумагой, в общем, так, чтобы никакой ветерок, никакой холод не проходил. И вот однажды этот Тузик вылез из чердака в слуховое окно. Ну, полюбоваться природой, наверное, я не знаю. И встал на крышу. А на крыше был снег. Так же, как наш папа. Тузик с этим снегом поехал вниз. И упал прямо на наш балкон. Попал, значит, в ловушку, потому что все закрыто. Отшиб себе лапы. Стонет там, скулит. Пришлось отдирать все эти бумажки, выковыривать все ватки, открывать дверь, доставать собаку. И поскольку он хромал, ему было очень больно, мама не выставила его на черный ход, а оставила дома. Но соседи у нас категорически были против собак. Там были маленькие дети, и вообще они собак не любили. А у нас был такой коридорчик перед входом. Ну и там его разместили, выпускали погулять, он сам гулял. А потом возвращался, но теперь уже шел на место, да. Абсолютно обжился, уже был свой пес. Потом я вот уехала, Миша рассказывал тете Нине, что он уже влезал на кровать, иногда дядю Мишу сбрасывая. Ты отодвинься, я посплю. Я знаю, что дядя Дима запрягал его в санки сажал Мишу, он катал, значит, Мишу. Ну, в общем, он уже стал совершенно своей домашней собакой. И когда мама собралась, вся семья собралась переезжать в Москву, они договорились с соседями, вот такая была у нас тетя Тося Несветаева, которая въезжала в наши комнаты после нас, что они возьмут эту собаку. Но когда мама паковала вещи и все это, он сидел рядом и плакал. Так говорила мама, сама не видела. Говорила, что прямо он сидел, смотрел на нее, путался все время в ногах и прямо плакал. Папа к собаке был абсолютно равнодушен. Но когда он увидел эту собачью грусть, он не выдержал. Папа не выдержал. Побежал, ведь это же тогда надо было пропуск, как собаку взять с собой. А тем более они ехали в военном вагоне, был так бы в составе 6-й вагон, в который специально был предназначен для военных. В военном вагоне собаку. И вот папа куда-то бегал и получил вот эту знаменитую бумагу. Анопка, Кабель, БП. С этим паспортом он приехал в Москву. Я их встречала на вокзале, я тоже жила в Москве. И смотрю, Дима идет впереди и ведет на поводке нашего Тузика. Тузик обжился замечательно. Но была у нас кошка Пуська в квартире на Маркса Энгельса.
И эта кошка была воровка невероятная, гулёна отменная, она без конца приносила котят, но очень красивая кошечка. И они разделили сферы влияния. Тузик – это наши комнаты, а Пуська – это коридор большой, это кухня, это все ее владение. Тузик по ее владению ходил, поджав хвост и держась стеночки, потому что она на него кидалась. А Пуська, когда приходила к нам в комнату, она тут же норовила вспрыгнуть или на диван, или куда-то повыше, чтобы он ее не трогал. Но что интересно, вот что меня совершенно поражало, когда Пуська очередной раз приносила котят, этих котят забирали коробку из-под обуви и клали к тете Дене под кровать. И кошка, конечно, приходила туда. Когда котята подрастали, они начинали с коробки вылезать. Тузик лежал под столом. Котята, как ни в чем не бывало, разбегались по комнате и шли к Тузику. Они по нему ползали, они его вообще хватали за хвост, он при этом вилял хвостом, и он их не трогал. Кошка такая была напряженная вся, вот готовая в любой момент на него кинуться, но она была не на своей территории, во-первых. И во-вторых, он не обижал котят. Надо сказать, что здесь уже приходилось с Тузиком гулять, но мы жили на первом этаже, открывалось окно, было на уровне земли, и очень часто мы его просто выпускали, потом впускали. Но иногда и выходили с ним погулять, тем более что-то Миша подрос, Дима был, но соседи все время были недовольны, потому что у нас одна соседка была прекрасная портниха, она работала потом в люксе Кремля, а другой дядька был скорняк, и у них была своя клиентура. А они же очень боялись этих фининспекторов, которые так не позволяли. И они всячески, когда клиенты приходили, все старались сделать тайно, тихо, бесшумно. А этот, как только раздавался звонок, он подымал жуткий крик, и, конечно, там соседи недоброжелательные могли всегда на них донести. Поэтому они все время нам давали понять, что Тузик им очень мешает жить. Но, тем не менее, как-то жили. Выезжали мы на дачу в городище. Конечно, он выезжал с нами. А снимали мы комнату несколько лет подряд таких Прокофьевых, тетя Лиза. У них была своя корова, свои овечки, свои курочки. Они его подкармливали. Просто как-то так. Но тетя Лиза начала его подкармливать уже с умыслом, потому что он ей очень нравился своими сторожевыми свойствами и злобой. А она работала, она пасла каких-то колхозных овец, еще тогда были колхозы, и ей очень нужна была такая собака. И она его все лето подкармливала молочком, сметанкой, яичко ему там, знаешь, сварит яичко. Тузик, конечно, он хотя был очень предан маме и вообще всем, особенно маме он был. И ты знаешь, мы иногда начинали возиться нарочно так вот с мамой, там это что-то на нее нападать. Он совершенно не знал, что делать, и потом бросался на защиту мамы против нас, но всегда защищал маму. И все-таки вот, когда пришло время уезжать, тетя Лиза стала просить маму, чтобы она оставила ей собаку. Но мама говорит, я не знаю, конечно, мне очень жалко, но с другой стороны, соседи будут рады, а во-вторых, ну и собаки здесь же на воле лучше. Ну давай, говорит, попробуем. Он не скучал, он прекрасно жил, тем более тетя Лиза такая добрая душа была, она тоже любила животных. Да и он ходил с ней, значит, сторожить этих овец. А когда мы приехали на следующий год, он очень радовался. Он так радовался маме, радовался нам. Ходил с нами в лес или на речку мы шли, он тоже мог пойти с нами. Но хозяйкой была уже тетя Лиза. И он жил у нее, по-моему, 3 года. И потом вот какой-то зимой, как раз она была с овцами, и волк появился. Это в Городиче, где сейчас совхоз Коммунарка и вообще индустриальный район. Там был волк. И Тузик связался, вступил в борьбу, и волк его очень покусал. Он его не загрыз, но очень покусал. И он покусал его так сильно, что он истек кровью. Тетя Лиза его не могла спасти, говорят, рыдала просто над ним. Так он погиб. Такая у него была героическая биография. Кстати говоря, очень похож на твою дочку. Но он был гладкошерстный. Фотографии его у нас есть.